Ребята, всем привет! Я очередной раз в лесу. Манит в лес, ребята, манит. Тем более лес не пустой. Гулять приятно. Прогуляюсь, думаю. Сегодня так прохладненько. Сейчас что-то 13 градусов всего. Днем до 20, но завтра уже 16. Дело прошлое, ребят, середина июля. Купаться не купались. Вода, кстати, упала, это хорошо. Так что перед поездкой, ребят, перед Астраханью надо съездить, наверное, порыбалить. Времечко есть. Подготовка у нас уже прошла. Все куплено. Братулец у меня все встретил в Москве. Все принял. В общем, сегодня он уже поехал в Тамбов. И половину вещей везет до Тамбова, потому что едет Саныч еще. А что-то ему перегружаем. Короче, вот такой заезд, ребята. А так, 95 Х18. Это у меня от Русский Булат. Бурундучок нож. Такой приятный для леса. Пока ехал, смотрю, стоит прямо возле дороги. Я остановился забрать. Ну и сейчас вот начал заходить, смотрю, такая шляпка оранжевая, хорошо видна. Кто-то мне написал: Андрюха, у тебя фишка затачивать ножки гриба. Я просто, ребят, стараюсь собирать тщательно, как бы чистенько. Вот этот песок, вот я его и убираю. Вот. Класс. Так, немножко погуляем. Сегодня не жарко, вообще классная погода для леса прям. Ну, комар, естественно, есть. Кому интересно, ребят, давайте со мной, поехали. Что-нибудь посмотрим. Что-нибудь, я надеюсь, найдем. Так, ребят, что, захожу в бор. По пути сыроежечка попалась, чистенькая. И 2 маховичка. В общем, уже разнорыбица пошла, ребята. Сыроежки, маховички. Ну, в общем, у нас осталось для сезона такого максимального ровно месяц, ребятки. Чуть больше, может. И тогда уже будем мы заготавливать. Сейчас пока просто гуляем, собираем свежие на жареху, кушаем. Вот. Грибницу варили, жарили уже. Так что это так, ребят. По поводу расстояния люди интересуются. Ребят, это возле дома. Я на мотоцикле буквально 20 минут. Я в бару, грубо говоря. Ну, полчаса максимум. А дорога занимает. Плюс я гуляю, ребят, ну, 2 часа максимум. В общем, это как для кого-то добраться до работы или позавтракать. А я с утреца пораньше скатнулся, погулял. Как, не знаю, многие могут там бегают,
до работы. Ну, то же самое, ребят, чтобы вы понимали. И вроде стоит. Как будто бы запрещенка. Или не запрещенка. Сыроежка. Я думал, белый красноголовик. Это просто сыроежка выцвела, ребят. Так что вот здесь вот так как-то. Что мы в лесу живем, получается, и нам заезжать куда-то далеко не нужно. Все рядышком. В свое время мне рассказывали, вот где вот у нас стоят сейчас квартиры, где я родился. Там реально было болото. Это же лесники раньше заехали. И образовался вот лесной поселок. Говорят, что собирали клюкву даже в этом месте. Понимаете, да, о чем я говорю? Потом просто осушили, и такой образовался поселок. Люди приезжали на вахту, работали, заготавливали лес. Потом начали встречаться молодежь, образовывали семьи, строили квартиры. И вот как-то оно так. В общем, кто смотрел, ребята, старый советский фильм «Девчата», вот то же самое. А кто не смотрел, посмотрите. Мне очень нравится. Каждый год с женой смотрим на новогодние праздники. Такие дела. Так что вот будет всем понятно, как, что это образовалось. Как образовался вот этот поселок. Такие дела. Сыроежки, ребят. Вот я уже одну нашел. Маховички. Эти желтенькие. Опа. Не знаю, червивая вроде. Это вроде чистенькая. Может, ножка. Не знаю. Очень вкусно, ребят. Кстати, какие-то горчат, какие-то не горчат. Вот не помню. Вроде красные горчат. Желтые вот эти не горчат. Пленочку надо снимать сверху. Очень вкусные, жареные. Прям обожаю. Вот так, короче. И сыроежки будем брать. И это будем брать, если что-то маленькое найду. Пока вроде ничего такого не вижу я. Пока заходим. Ну, чтоб, знаете, не одни, вот, допустим, красноголовки жареные, а в перемешечку. Тоже вкусно. Вроде стоит, братва. Спустился вниза такие. Там вот основной бор. Жалко на камеру, непонятно. А там уже, видите, бор заканчивается. Думаю, ну, вода где-то здесь, потому что у нас сейчас уже неделю, как дождей не было. Чуть меньше. Бор сухой. Нужна вода. Вот такой красавчик стоит. Молодой, красивый. Опа. Вот такой. В мху, наверное, не наверное, а 99%, что они чистые, ребята. Мох. Больше полноги уже получается. В мху стоят. Так. Я понимаю, что грибов нету особо, ребятки. Они вот так наплывами. Дождик кропальнул, чуть-чуть вышли. Дождика нету. Опять вроде так, знаете, ровненько. Ну, опять же, кто-то подсобрал свеженькие. Опять что-то бам-бам. Опять вышли. Опять, ну, вот так, качели. Такого нет, прям, чтобы они прям поперли везде. Ну, вот так. Где более сыровато, где более тенечек выскочил. Там не выскочил. Как-то так. Недалеко еще, ребята, стоит. Такой уже, конечно, не маленький. Но в целом, может, и пойдет.
А вот еще, ребят, я даже не заметил, видите? Там-то красавчик 100%. Вот какой. А вот этот прям красавчик. Вот такой. Вот этот ему сутки. Вот ему. Тому может 3. Все-таки круто, когда понимаешь, ребята, свой бор, когда здесь постоянно охотишься. То бишь, ну, ты уже немножко понимаешь, ага, если на самом бору нету, держи окраину. Чистый, ребят. Такой, конечно, мягковатый. Ну, на грибницу пойдет. И уже понимаешь, ага, туда сходишь. И все получается. То бишь, ну, даже в голодный год ты все равно найдешь что-нибудь себе. 100%. Продвигаясь дальше по низине, очень много таких крупных, которые уже все. Вот, пожалуйста, еще, ребята. Какой-то уже оранжевый такой странный. И нога у него интересная. Что-то ему помешало, ребят, вертикально пойти, видать, ветка какая-то. И вот его начало крючить, ворочить. Слушайте, чистые, ребят, в мху. Они чистые. О, грибница уже будет сегодня. С картошечкой. Вкуснота. С охотки свежих, ребят, очень вкусно. Еще часто задаваемый комментарий: Андрюха, делаешь ли ты туры по грибам? Ну, в общем, люди хотят приехать, чтобы я их поводил. Они пособирали. Вот. Как-то хотят заплатить денег. В общем, ну, как гид, понимаете, ребят. Сейчас очень модно платная рыбалка. Называется гайдинг. Вот. И тут такого же плана. Нет, ребят, конечно, нет. Во-первых, здесь места такие, они, ну, у дома прям. Собрать ты соберешь, понятно. А чтоб, не знаю, там, одуреть, там, запомнилось, чтоб тебе, ну, это надо ехать в серьезные бара. Там заниматься, ставить палатку, жить как-то. Просто гриб, ребят, вещь такая, что, ну, его вот сегодня собрал, вот сейчас с утра. В обед надо уже его обработать. Если рыбу можем еще там сохранить как-то в садке, там не в садке она живет, то здесь, когда ты его срезал, то бишь пошел процесс, и надо его чем быстрее, тем лучше обработать, как минимум почистить, нарезать. И к вечеру уже надо готовить, отваривать, замораживать там, ну или кушать. Такие дела. Приятные места, ребят, очень приятно мне здесь гуляется. Сейчас пока лето. Ну, понятно, что лист зеленый, и он весь на березах. Очень круто просматриваются места. Вот далека уже вижу, там что-то оранжевое. Осенью, конечно, немножко другие раскрасы, ребята. Другие пейзажи. Понятно, что будет все желто-зеленое, ой, такое зелено-красное. Дальше больше, позже лист вообще пойдет. Будет такой ковер. Сейчас прям вот все хорошо видно.
Это сыроежки, ребят. Целая семья здесь. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7. И все уже огромные. Вот это такая пяточка приятная. Ну-ка. Опа. Чистая, ребята. Класс. Отлично. Ну вот, семейка. Быстро, конечно, портятся они, ребят. Вот. И вот как раз маленькие нужно брать. Такие дела. Сыроежек только шляпки берем. Ножки не берем. Шляпки вот они очень вкусные, ребят. Жареные в масле. Они как чипсы хрустят. Не знаю, если кто не пробовал, ребят, попробуйте. Ну, такой незрачный гриб. Растут семьями. Как бы вот говорю, вот видите, если бы здесь пораньше немножко оказаться было бы 7 штук сразу, да, там в куче. Так. Ну, блин, они очень вкусные. Я раньше тоже так пинал их, грубо говоря. А потом раз попробовал, точнее не я, угостили меня. Я охренел, блин, какая вкуснятина. Такие дела. На окраине их прям очень-очень много. Все усеяно. Тут заканчивается бор. И вот бор. И прям вот много здесь их. Вот, смотрите, сколько, ребят. Сыроежечки. Ладно, что? Возьмем. Какие-то желтые такие вот, а вот красные более-менее. Ну, видно, что не хватает влаги. Прям очень заметно. Красноголовики такие вот стоят. Тяжко им. Вообще много. Что-то сегодня стал брать. Будем брать, значит, что. Плоховатенькая какая. До поездки в Астрахань осталось считанные дни, ребятки. Очень нервничаю. Никак нервничаю, не переживаю. На Москву я на поезде. Уже знакомая ветка, так скажем. Уже все до боли знаю, как, что и почем. Добираюсь до Москвы и уже потом на машине. Это получается, ребят, у меня самая длительная будет рыбалка. Не длительная, а длинная по километражу. Очень далеко, конечно. Но это мечта, ребята, и она наконец-то сбудется. Я думаю, все будет круто. Поснимаю, ребята, обязательно контент. Вот. Так что подпишитесь, кто не подписал, ребят. Подписался, смотрю. Очень много аналитика показывает, что люди без подписки смотрят. Ну и телеграм-канал, ребят. Там все новости свежие. Начиная от ЖД вокзала, заканчивая уже непосредственно как мы приехали. Так что там все будет выходить. Буду держать вас в курсе и так далее. Такие дела. Такие места, ребят, но нет грибов. Обычно вот смотришь, только торчат фонари, блин, ё-моё. Бам-бам. Нету, да. Нету выхода. Опять нужен дождик. Сегодня, кстати, его вроде как и обещают. С похолоданием до 16. Ночью до 6 градусов. Холодно. Так, очень-очень редко попадаются
Сыроежек много. Красноголовиков вот нету. Ну, мы уже своих нашли. И еще найдем, ребята. Мы только заходим, точнее только зашли. Гулять да гулять. По шляпке видно, ребят, как видите, его солнце. Вот, допустим, если вот в черничнике, видите, он какой, то вот здесь он прям, видите, как выцветает. Тяжко ему. Место открытое. Вот. Скорее всего, наверное, еще и червивый. Совершенно верно. Ну, края, вот смотрю, чистые, как будто даже, ребят, видите? Края вон чистые. Вот. Даже что-то можно вырезать. Так, если разобраться. Как в начале, ребята, я вам говорил, что до сезона осталось месяц грибного. Будем заготавливать. И на этот сезон как раз приедет Пашка. У нас уже запланировано с ним. Ну, я думаю, что получится. Если никаких дел серьезных не возникнет, то приедет. Вот. Хочет пособирать. Я надеюсь, что уже как раз уже все будет. Самое интересное, ребят, что для боровика уже, для борового белого гриба не нужны дожди. Нужны темные ночи. И нужен жесткий туман. Это секрет, ребят, никому не рассказывайте. Очень мощный туман с такой мега росой. И все, ребят. Темная ночь. И гриб погнал расти. Все. Я уже знаю, ребят, когда я утром просыпаюсь и встаю, я смотрю, что очень мощный туман стоит. Я уже понимаю, что нужно ехать на разведку. Блин, сыроежки такие, ребят, симпатичные. Ну да, чистые они так-то. Чистенькие. Я только-только, ребят, вам рассказал про боровиков. И по пути мне встречается, ребята, красавец-боровик. Вот он, на кого будет охота. Да, видно, что грибы начинают разные выходить уже. К сожалению, червивый, ребят, мягкий чувствую. Боровичок. Да, весь червивый. Кстати, разница тоже, ребят, колоссальная, что бывает вот красноголовики чистые, а вот боровики, ну прям все червивые. А бывает какое-то проходит время. Боровики чистые, красноголовики прям по шляпку. Что-то вот как-то вот они так, ребята. Ну и опять же вот срываешь, рвешь, крутишь. Без разницы, правильно там примеры приводят, что это как яблоня, ребята. С яблони сорвать яблоко, положить в корзину. То же самое, что срываешь грибы. Ладно, я уже половину прошел. Сейчас буду
заходить в обратную сторону. Спрятался. Спрятался под деревом. Малышочек, малышок. Так, друзья, добрался до такой более, как сказать, грибной локации. Вот. Здесь сейчас, я думаю, мы что-нибудь надыбаем. Остановился. Я стараюсь, ну как не стараюсь, обычно вот на этом дереве всегда, ребят, делаем половину как раз и сажусь здесь попить, там или с дочкой там что-нибудь перекусить. Так, ну что, надо удвоить результат, ребята. По-любому. Сейчас так погуляем. Какой карапетик, ребята. Опа. Такой малыш. За сегодня ночью вырос. Красавчик. Да, друзья, бор прям сухой-сухой. Иду, прям все так похрустывает. Быстро, конечно, он воду впитывает. Сейчас самое главное, ребят, кто курит, кто-то еще, очень аккуратно в лесу нужно. Да. Лесные пожары — это страшное дело, конечно. Такие дела. Сухо-сухо на бору, ребят, сухо прям. Такое уже, смотрю, ему плохо. А рядом, ребят, прям красавчик. Прям красавец, свежачок. Ой, какой хорошенький. Вон какой. Вообще приятный. Белый красноголовик, ребят. Тяжко ему, конечно. Но какой есть. Да. Я думал, здесь повеселее будет. К сожалению, никак. Очень редкие попадаются. Малыши, конечно, но очень редко. Здесь более так как-то высоко. Скорее всего, здесь воды мало, плохо. Тоже лето, как-никак, хоть и холодное, но лето. Нету. Ну, мы, ребята, уже наковыряли на жареху-то. Насчет этого-то я не спорю. Много сыроежек. Очень много. Но красноголовиков особо нету. Вон, видите, кто-то ходил уже, пинал. То бишь люди все равно тоже ходят. Пинают. Собирают. Набрел, прям набрел, ребята. Ну кое-как. Опа. Ох, нифига там нога, ребят, спряталась. О, какой, блин.
Вот это нога, ребят, у него. Нога так нога. А вот так зачастую, ребята, вот кто, допустим, срезает, вот так бы вот помог можно было срезать. Соответственно, вот сколько гриба в земле бы еще осталось. Я, конечно, не топлю за выкручивание. Я бывает и срезаю, как мне удобно. И не срезаю, и выдираю там как бы. Ну, каждому свое, конечно, кто как привык. Кто-то вообще и шляпку ломает, нарезает. Я просто видел таких людей, что они прям чуть ли не режут, прям в корзине такой кишмиш. Ну, вот это же красота, ребят, правильно. Как можно это все сейчас нарезать и домой привезти? Ну, на сковородке, как говорится, не пахнет. Так, ребят, ну что, потихоньку выхожу. Потихоньку уже продвигаюсь к выходу, к ручью. Вот такой результат у нас. Сборная солянки. Вот. И что-то мне мысли, ребят, посещают, что съездить на поля, там погулять, посмотреть. Может, на полях поинтереснее, что будет. Вот. Заодно посмотрим кабанов, медведей. Они обычно в той локации частенько там на полях роют. Медведь дёру там взрывает. Кабаны. Посмотрим, может, есть там активность какая. Так что на выход к мотоциклу и поехали. Прокатимся. Да, нету выхода. Нужно дожди. Дождики будут. Ну, может, через день-два ехать смело соберешь. Ну, на жареху ты найдешь 100%. Стоит красавчик, ребята. А выхожу так к мотоциклу краем. Здесь ров противопожарный. Бывает, частенько попадает. Думаю, дай-ка пройду. Стоит фонарик, ребят. Ох, красавчик. О, какой. Походу чистенький. Мощно.
Заехал в одно местечко, хочу посмотреть его. Тут как дорога на бор получается, но по краям тоже попадаются грибы. И как раз в этих местах вот красноголовики частенько тоже есть. Быстренько так прошвырнусь. Можно было на мотоцикле проехать. Здесь такой не особо такой густой лес. Можно было проехать. Пройдусь пешком. Тоже тишина здесь, ребята. Тоже тишина здесь такая. Короче, поеду сейчас еще там на одни поля. Ну, это уже на выезд как раз. Там крутанусь. Да, нет, и домой. Нормально. Уже жарко, ребят. И у боровик стоит. Смотрите. Какой красавчик. Офигеть. О, крепкий. Офигенный какой боровик. О, какой, ребята, царь. Ничего себе. Это да. Боровички-то тоже, ребята, уже выходят. О, какой красавчик. Крепкий. Да, можно с разведки даже на боровики сгонять. Ну вот это грибы, ребят, вот это мясо, конечно. Ну, видно, что так выскочил. Ладно, погнали. Все те же подберезовики. Ребята. Не знаю, есть следы какие-то. Может, люди ходили. Может, дверь ходила. Все как-то мято вот так. Непонятно. Ну вот, очередные поля, так скажем. Слушайте, непонятно, как будто не люди. Ну вот обычно вот в этой траве тоже нет попадаются. Все исхожено. Скорее всего, кабан, что ли, тут опять ходил. В прошлом году здесь они рыли. Возможно, и в этом году. Да, видно, что-то подрыто, все такое. Хрена себе, что-то. Медведь, ребят. Смотрите. Когти. Раз. Загнул осину. Медведь, значит, ходит. Вот, смотрите, ребята. Какие когти. Он изогнул бедолагу осину. Смотрите, не сломать не сломал, потому что охренеть. Я думаю, что она такая бедолажка. Вот у него коготки-то. Может, зубы. Скорее всего, зубы вот тут хватал. А здесь когтями так давил ее. Хрена себе дури, блин. Загнуть просто в рог. Медведь, ребят, медведь. Значит. О, он тут все переломал. Смотрите. Еще осины свежие, причем. Поломал нахрен все здесь. Вон. Там трава высокая, начинается ветер, ребят, поднялся. Нафиг где-то лежит, наверное, там балдеет. Что-то территорию тут, смотрю, он метит капитально. Пойдем-ка мы отсюда. Муравейник, возможно, но
Что-то неохота с ним тут базарить. Погнали нафиг. Тем более ветерок. По-любому там где-то лежит. Что-то он тут все подметил у себя. Так, ребят, ну что, заканчиваю охоту. Дальше туда не пойду. Пускай там Михалыч дальше гнет удочки свои. Вот. На жареху собрал, погулял, посмотрел. А уже начинают выходить, ну, разногривницы, так скажем. Так что месяц, ребят, до сезона, и все будет огонь. Вот. Ну а впереди у нас поездка большая, крупная, ребят, так что я думаю, будет все классно. Давайте, всем пока, ребят, поеду до дому, уже солнышко поднялось, уже жарковато стало. Погулял, покатался, посмотрел, жареха есть, все, в путь домой, ребят. Давайте в лес, ребят, гуляйте, аккуратно только, смотрите, медведи. Такие дела. Все, связь.